Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Костромин Дамир Иванович. Я ученик 7 класса Мындавинской средней общеобразовательной школы Усть-Алданского улуса. Разрешите представить нашу исследовательскую работу под названием «Инстаграм. Вред или польза?». Работа была написана под руководством педагога и психолога Мигалкиной Маргариты Павловны. Цель наша – выявить положительное или отрицательное влияние Инстаграм на людей. Задача. Первое. Изучить теоретический материал о социальных сетях, также о Инстаграм. Второе. Провести анкетирование по изучению отношений людей к Инстаграм. Третье. Определить положительное и отрицательное влияние Инстаграм. В работе также было использование анкета про отношение людей к Инстаграм. Социальные сети – это приложения или веб-сайт, предназначенные для организации социальных взаимоотношений в интернете. Сейчас через социальные сети можно все: зарабатывать деньги, общаться с людьми и много чего. Инстаграм – это бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющие снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей Instagram. Instagram – это одна из самых быстро растущих и быстро меняющихся социальных сетей. К тому же это отличная площадка для зарабатывания денег. В 2013 году Instagram был приобретен компанией Facebook за $30 миллионов и 23 миллионов акций, что в общей сложности составило $1 миллиард. Мы провели анкетирование, в котором приняли 22 респондентов от 11 до 57 лет. И по диаграмме номер 1 видим, что 95% респондентов пользуются сетью Instagram, а 5% не пользуются. Из диаграммы номер 2 видим, что 82% респондентов считают, что Instagram приносит пользу. Из диаграммы номер 3 видим, что 36% респондентов сидят в Инстаграме больше 50 минут. 23 респондентов сидят 15-30 минут, а 18% 1 час. 23% больше 1 часа. По диаграмме номер 4 видим, что 5% респондентов подписаны на блогеров, 68% респондентов на друзей подписаны, 0% респондентов на спортсменов, 9% респондентов на знаменитостей и 18% респондентов на обучающие паблики. И по диаграммам видно, что респонденты считают, что Инстаграм приносит пользу, чем вред. И гипотеза о том, что Инстаграм приносит пользу, чем вред, подтвердилась. Результаты проведенного исследования показали, что респонденты используют Инстаграм для общения с друзьями, поиска одноклассников, просмотра фото, видеофайлов, знакомства с людьми из разных городов, стран, развлечений, получения новостей, покупка товаров, информации о магазинах. Результаты исследования также показали, что большинство опрошенных респондентов являются зарегистрированными пользователями хотя бы в одной социальной сети. В заключение хочу сказать, что Инстаграм имеет ряд недостатков, но также и существенные достоинства. Мы согласны с тем, что результатом распространения Инстаграм стало изменение представления человечества о социальной сети. Если раньше всемирная паутина воспринималась как бездонное хаотичное хранилище информации, то сейчас на первое место вышли возможности общения, а это еще один признак становления информационного общества на нашей планете. И не забывайте, что общение вживую лучше, чем виртуальное. И есть минусы сидеть в Инстаграме. Если долго сидеть, то может ухудшиться зрение, болеть спина. Так что не сидите долго в Инстаграме. Спасибо за внимание.